Александр Анква поинтересовался, как проходят работы по ликвидации последствий урагана 4 июля, который нанес значительный урон столице. Среди прочего, были сорваны крыши многоквартирных домов. Беслан Ишба проинформировал, что часть финансирования работ осуществляется из городского бюджета, но львиную долю помощи ждут из республиканского. Александр Федорович, расскажите, как проходит работа по первому стихийному бедствию, назовем это так, как с документацией, какие работы в целом уже проведены и какая перспектива? Уважаемый Александр Золотинскович, как я ранее представлял документы, практически все 100% объектов многоквартирных домов и медучреждений, а также и учреждения образования прошли экспертизу, и мы частично к ним приступили к исполнению. Почему частично? Потому что те возможности, которые есть у города, они не так велики, но с десяток объектов от общего количества, там 54 было, мы на них приступили, значит, выделили авансирование. В настоящий момент работы ведутся. Что касается отдельно списка, который у нас был по городу, там, где был необходим мелкий ремонт, частичный ремонт, там, от 100 квадратных метров и ниже, значит, работы практически 90% выполнены. Но я, насколько знаю, вы уже 7 миллионов направили на... Да, в районе 7 миллионов городом выделено, проплачено уже, и работы ведутся к завершению, где-то выполнены. На практически 25 объектах выполнены на все 100%, от мелких до крупных. И на порядка еще, наверное, 10 объектах работы завершаются. В том числе по таким крупным объектам, как Вардания 7, там более 1000 квадратных метров, работа уже к завершению подходит, и другие объекты тоже такого характера. Премьер-министр акцентировал внимание на проблеме крыш высотных домов. Он отметил, что город собственными силами не справится с таким объемом работ. Насколько мне известно, суммы достаточно большие, и вы собственными силами не справитесь с этим. По многоквартирным домам общая сумма, по которой мы обратились к вам за помощью, она выведена, прошла экспертизу, это 60 миллионов 700 тысяч. Это пока без частного сектора. 14 и, значит, 11, 25 высотных дома, помимо тех, которые мы по нашему списку делаем, здесь 23, 10, 33. При ремонте крыш высотных домов нужно использовать специальную технику, которой нет у администрации города. Беслан Ишба проинформировал, что технику будут брать в аренду у частных предпринимателей. Проблема, она связана прежде всего с тем, что нужна техника специальная, так, которая поднимет материал на 9 и выше этажи. И как вы с этим справитесь сегодня? Ввиду того, что в городском хозяйстве нет специализированной техники, вот, допустим, по некоторым домам в новом районе, по адресу Картозия 2 и другим, тот же адрес Гумистинская 4Б, договорились с частниками, у которых есть такая специализированная техника, чтобы они помогли. Ну, помогли как? Естественно, за деньги будем нанимать технику. Александр Анква проинформировал, что приступать к ремонтным работам будут по мере накопления средств. Мы должны вместе разрешать эти проблемы. Конечно, таких денег сегодня сразу никто не выделит, этих денег нет, это надо накапливать. И будем по мере накопления средств пытаться вам их отдавать, для того, чтобы вы вместе с Абхазстроем приступили и продолжали потом проведение этих работ. Все это должно пройти потом через соответствующую комиссию, все должно быть подтверждено документами. Без этой процедуры выделение будущих финансовых средств невозможно. Мы с вами это отчетливо понимаем. Надеюсь, с таким же пониманием к этому отнесутся граждане, которые пострадали в ходе 2 стихийных явлений. Беслан Ишба также проинформировал премьер-министра о проведенных работах по ликвидации наводнения, которое имело место 27 июля. Он отметил, что стихийное бедствие принесло много проблем и неудобств жителям столицы. Беслан Ишба заверил премьер-министра, что все службы города занимаются уборкой. Также привлечены сотрудники МЧС и военнослужащие Минобороны. Набережная пока еще остается не до конца убранной, но
смею вас заверить, что все возможные силы, а также нанятые люди занимаются уборкой. Объем нанесенного материала в виде, значит, деревьев, веток, мусора и так далее, он несопоставим ни с какими данными статистическими, какие угодно, которые когда-либо происходили на территории нашего города. Помимо этого, у нас была серьезная ситуация по напорному водопроводу, который ведет с Килосур? Да, по Килосуру. Буквально 4 дня безвылазно наше подразделение занималось. Значит, удалось проложить новый трубопровод через речку Килосур. Премьер-министр поблагодарил мэра Сухума за проведенную работу. Все службы города эффективно поработали при ликвидации стихийных явлений, отметил Александр Анкваб. Александр Федорович, хочу вас поблагодарить лично за сделанную работу и передайте нашу благодарность и вашему аппарату, всем службам, которые в эти дни эффективно поработали. Знаю, что и сегодня не просто, но думаю, что мы совместными усилиями сможем минимизировать потери, которые произошли. Мадина Абганба, пресс-служба администрации города Сухум.